Ко Дню работника торговли ЕСЯ подготовила сюжет о популярных магазинах 80-х и 90-х годов в городе Якутске. Для этого мы выбрали 7 самых знаменитых магазинов тех времен. Всем известный магазин номер 4 на площади Орджоникидзе работает с давних времен. Сейчас в этом магазине продаются в основном продуктовые товары, как и в советские времена. ЕСЯ решила узнать, какие воспоминания хранят жители Якутска об этом магазине. Я в Якутск приехала довольно давно, лет 35 назад. Я не родилась и не оканчивала школу не здесь. Приехала. Но помню, конечно, отличный этот магазин. Помню и окружающую местность хорошо тоже помню. Тут еще и театра не было тогда якутского музыкального. Ну, как сказать, а что о нем рассказать? Магазин вроде как магазин, не знаю. А что там продавали? Что там продавали? Ну, я жила в другом районе, в принципе, я сюда заходила редко. Я очень хорошо, знаете, какой магазин помню, который стоит сейчас вот на Дом правительства, ДП-2. Там тогда стоял вот магазин. Вот тот почему-то я хорошо запомнила. Он такой был подвального типа. Туда вниз мы опускались, там стояли бочки с рыбой, с красной. Ну, и было такое, знаете, купеческая такая обстановка. Я помню, еще огромная очередь мы тут выстаивали, когда вот был дефицит товаров, по 5-10 очередей занимали. Причем, знаете, была еще странность в чем. Вот я, допустим, работала, я покупала молоко, сметану, там все закупала, ставила вот на эти окна, а потом вечером шла, забирала эти сумки и уходила. Вот вы представляете, и никто не трогал. Вот это меня поражало. Второй магазин, куда мы отправились, это торговый дом «Елочка» в Сайсарском районе. В старые времена у этого магазина был лишь один этаж. Сейчас он двухэтажный. На первом этаже расположен продуктовый супермаркет. На втором этаже можно купить одежду для всей семьи. Ну, на втором этаже и первом этаже тоже все были одни эти вещи же. Второго этажа не было, только был первый этаж. Вот было два. Эта сторона и эта сторона. Все было, там и канцелярия была, все было. Этого не было продуктового магазина. Ну, все время раньше, конечно, в те годы-то были очередь же все время была. Большая очередь, что-то выкинут. Уже люди заранее знали. Где-то сапожки выкинут, где-то туфельки. Очередь была очень большая. В следующем списке оказался старый универмаг. Торговый центр в самом центре города пользовался большой популярностью у жителей. Удачное расположение, доступные цены делали его в те времена общепризнанным. В данное время в этом здании располагается торговый центр Якутск Плаза с фирменными магазинами. Попасть в торговый центр мы не смогли, он был закрыт на ремонт. Здесь универсам. А какие воспоминания у вас остались от этого? Очень хорошие. Одевалась здесь. Ага. Работала когда. Платья, костюмы. Шли они всегда мне по размеру. Сравнить этот старый магазин, вот сейчас, который с новым стоит, да, какие изменения произошли, и в лучшую или в худшую сторону? Мы как ретро всегда думаем о старом. Прежнее лучше как-то было. Сейчас бы очень богато все. Очень дорого. В те времена цены как были здесь? Цены умеренные были. Можно было одеваться. Сейчас очень дорого. Обходим стороной. В 80-е и 90-е годы в этом районе пользовался популярностью магазин «Тысячи мелочей». Этот магазин оправдывал свое название. В нем можно было найти все, что угодно. Старое здание было снесено несколько лет назад. Сейчас на этом месте строится новое здание. Очень хороший был, между прочим, магазин. Здесь можно было купить все. Я вот здесь лично покупала швейную машинку, эту электроплитку такую большую, стоячую. И все время сюда бегали. Даже вот этот, как его, да, посуда, отдел посуда туда, какие-то то кастрюльки красивые там были, то кружечки какие-то с крышечками. В общем, очень интересный был магазин, и обслуживали очень хорошо, между прочим, всегда эти, как, приветливые были продавцы такие, вежливые всегда. И очень любили ходить. Здесь вот крылечко такое было деревянное. Это был хороший, самый лучший хозяйственный магазин в городе у нас. Туда придешь, купишь все. Там и такая посуда была, и металлические, и все было. И вот мы туда ходили, вот просто, а давайте зайдем, вот просто посмотрим, а вдруг что-нибудь там будем и что-нибудь купим. Наверное, все помнят, как в 80-е и 90-е годы в районе нынешнего государственного цирка был расположен магазин «Уют». Это был почти единственный мебельный магазин Якутска. В нем можно было найти все необходимое для дома. Шкафы, диваны, столы и многое другое жители Якутска охотно покупали в этом магазине. Местность, где он стоял, сильно изменилась за прошедшие года, и следов от магазина не осталось и в помине. Ну, это где-то, по-моему, 80-е годы, и там продавалась мебель. И считалось, что, ну, да, вот только я вот помню, что там продавались. Как часто вы туда ходили? Что-нибудь покупали там? Нет, я тогда была студенткой и просто вот знала, что вот есть такой магазин мебельный.
Так, нет. Еще одним популярным продуктовым магазином в центре Якутска была Туймала, которая с годами преобразовала супермаркет Токко. В студенческие 2 года-то мы постоянно сюда бегали. Я еще тут около тети, здесь недалеко жил у тети, поэтому совершенно знакомый магазин. А думаете, он в худшую сторону сейчас изменился или в лучшую? Ну, я сейчас практически сюда не хожу уже. Вот сейчас случайно зашел только в банкомат, чтобы зайти. Обыкновенный продуктовый магазин был. Недалеко. Мы тут напротив живем, поэтому нам было хорошо. А сейчас насколько изменился? Мы вообще не ходим сейчас в этот магазин. Потому что у нас на той стороне полно, во дворе 2-3 магазина. Ни один ребенок в Якутии в старые времена не был равнодушен к магазину «Детский мир». Качественная одежда и обувь, веселые игрушки и многое другое пользовались большим спросом. Сейчас на старом месте магазина стоит многофункциональный центр «Мои документы». Мне приобрели первую куклу, такую шикарную Мальвину. Потом я уже выросла и приходила сюда со своим ребенком. Мы тут смотрели рыбок всегда в аквариуме. И вообще это было очень интересно. И Я приходила, когда она была маленькая, я-то и бабушка, да? И, конечно, мы любили этот магазин, потому что там все можно было купить, самое необходимое ребенку. Время быстротечное. Торговая сфера республики последние года развивается бурно. Строятся новые торговые центры, открываются новые магазины. Сегодня мы уже просто не способны представить свою жизнь без торговли. Кия Ефимова, Джилстан Трофимов, ЕСИА.